Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня один из тех выпусков, когда само действие, которое будет происходить у нас сегодня на экране, оно связано непосредственно с моей такой, жизнью и так далее, как в этом случае с моим автомобилем. В общем, у меня назрела такая проблема. Я решил воспользоваться в этом году портативным гаражом, но оказалось, что из-за того, что я в основном пользовался предпусковым подогревателем, то сигналка не позволяет работать в двух режимах. В каких, я сейчас объясню. Это, если что, меня Александр поправит. Конечно. Значит, если, например, я запускаю двигатель с брелка, то есть, как обычно, да, то есть автозапуск, машина работает у меня без остановки. То есть бесконечно работает, пока не закончится бензин. Но при случае, когда у нас есть портативный гараж, там, во-первых, должна быть функция запуск по температуре, а во-вторых, если включится, в моем случае, с моей сигналкой этот режим, то машина просто перегреется, то есть она не остановится через определенное время. Обычно ставят где-то 20-30 минут в такой вот режим, чтобы машина немножко подогрелась и до утра стояла тоже в тепле. Поэтому возник вопрос, нужно поменять автосигнализацию. И давайте познакомимся сегодня под присмотром Александра, мастера по установке автосигнализации. Мы сегодня вот этот процесс сделаем. Александр, приветствую. Да, приветствую. Сегодня будем менять старую систему Starline A93 первой версии. То есть эта система производилась, порядка, наверное, 10 лет назад. Первые сигнализации пошли. Будем сегодня ставить систему Starline E96 на данный автомобиль Toyota Corolla GP 2000 какого года? Нет, 1996. 1996 года. Да. И все, собственно, можно приступать к разбору. К демонтажу. Понятно, что это очень такой тонкий вопрос, тонкие моменты, но тем не менее Александр, когда, он, во-первых, нам расскажет, что он будет делать, и, во-вторых, если будут какие-то такие моменты, где я могу помочь, ты обращайся. Да, конечно. Все, без проблем. Первым делом что делается? Первым делом будем сейчас приступим к разборке салона, к демонтажу старой автосигнализации. То есть провода, блоки, все будут вытаскиваться, все будет срезано под корень, зачищено, заизолировано полностью. То есть и только потом начнется установка новой автосигнализации. Давайте начнем. Так, для начала снимается у нас это табло автомобильное. То есть за ним, скорее всего, находится блок сигнализации. А причем бывает такое, что если, например, устанавливали в другом автоцентре установочном, да, то может, в зависимости от мастера, он может свои какие-то места спрятать. Да, конечно, потому что каждый мастер по сигнализациям, он ставит сигнализацию индивидуально. То есть, только он знает, как он поставил все это. То есть все секреты, все блоки, провода, то есть это все ставится индивидуально. Надо отметить, что вот эта сигнализация, которая сейчас стоит в этой машине, она работает вообще безупречно, я бы так сказал. Потому что никаких нареканий, никаких, неисправностей за все время эксплуатации не было. А на машине она стоит где-то уже лет 8. То есть я приобрел, установил, и в целом работает как часы. То есть... Да, Starline A93, она считается одной из лучших сигнализаций. То есть по количеству осечек вот этого всего. То есть именно у этих моделей это очень редко происходит. В дальнейшем, наверное, то, что машины стали уже более технологичные, да? Да, появились новые системы, которую как раз будем сюда ставить сегодня. То есть многие автосервисы, они уже отказались от A93 в пользу новых систем. Все равно люди хотят, просят. Есть такие. То есть А93, это, можно сказать, такая классика, да? Да, это классика, к которой привыкли люди. Вот у нас
можно наблюдать блок сигнализации. Вот он стоит. Мгм. То есть полностью вся проводка, блок запуска. У нас идет все провода, все полностью. Так, ну вот и все. Так, сейчас вот. Это у нас получается старая сигналка. Да, это старая автосигнализация. Демонтаж полностью произведен. То есть вот сигнализация вам в руки отдается. Мгм. Так, и все. Сейчас приступим к проверке и программированию новой автосигнализации. Вот у нас идут проводки зелено-черный, зелено-желтый. На эти провода обычно у нас садятся повороты. Повороты выглядят у нас вот таким образом. Вот раз поворотка, вот два поворотка. Мгм. Значит, вот на них будет садиться. Потом синий-черный у нас это обычно двери. То есть это у нас так, красно-белый провод. Получается, вставляем и проверяем с помощью концевика. То есть вот, можно заднюю дверь откройте, пожалуйста. Не факт, что Нет. она работает. Подожди, сейчас. Вот все. Значит, вот провод концевика дверей. То есть сюда точно так же посадится другой провод. И, соответственно, провод тахосигнала. То есть он у нас проверяется вот таким вот образом. Вот у нас два зеленый и красный загорелись при подаче газа. Становится ярче, значит, это нужный провод, который нам нужен. То есть по нему сигнализация понимает, что... Да, то, что двигатель заведен, Ага. что двигатель работает. То есть все, здесь у нас все, что нужно. Так. Ну, плюс еще можно массу посмотреть. Вот масса у нас на этой фишке. Питание пытаемся подать. Питание не пробивает. Значит, соответственно, это у нас, скорее всего, масса. У меня пробник сел. Потому что на Тойотах обычно масса находится на бело-черном проводе, либо на коричневом. То есть вот у нас провод массы, тахосигнал, поворотник. Здесь поворотник и здесь двери. Все. Здесь все, что нужно. Мгм. Так, далее. Теперь переходим вниз. У нас здесь самое главное центральный замок, потому что эти машины у нас очень специфичные. То есть вот я сюда подаю. Вот, нажимаю, у меня пробник выполняет функцию. То есть вот я нажимаю пробником, машина замки закрывает. Мгм. Вот я на синий провод нажимаю, машина открывает. Значит, это то, что нам нужно. Это центральный замок. Потом далее, вот здесь усик мы еще оставили. Оранжево-фиолетовый провод. Это провод педали тормоза. То есть, если мы делаем вот так и нажимаем на педаль тормоза, появляется плюс. Мгм. Отсоединился. Так, ну сейчас вот сюда вот. Зелено-белый тоже. На Тойотах в основном зелено-белый провод идут. Особенно на старых. То есть тормоз нажали, плюс появился. Тормоз отпустили, плюс пропал. Значит, это нужный нам провод. Мгм. И, соответственно, замок зажигания. Ну, замок зажигания мы под конец, наверное, когда замок зажигания будем подключать, я там уже объясню. Потому что нужно будет табло, чтобы уже стояло Мгм. на месте. И все. Все, теперь можно приступать к программированию сигнализации. Испытано на себе. Автосигнализация Starline E96, версия 2. То есть для этого автомобиля, в принципе, это... Да, в принципе, она что подойдет. Мгм.
Что Я, сейчас... кстати, думал, что программирование делается уже, когда стоит уже сигналка. Нет, То есть- нет, каждый делает по-своему. То есть это автосигнализация, она оснащена Bluetooth-модулем, который позволяет запрограммировать автосигнализацию под автомобиль сразу уже установленную в автомобиле. А, Да, можно и так Через сделать. приложение можно, как бы. да. То есть вот у нас комплекты проводов, температурный датчик, блок запуска, сирена, брелок, реле блокировки и блок сигнализации. Реле блокировки зачастую, ну, не знаю, как остальные установщики, как бы я не использую, потому что здесь в блоке запуска уже встроенное реле блокировки есть. То есть там два реле, по сути, стоит. да? То есть, да, и сразу можно с блока запуска настроить блокировку сделать. То есть, ну, в основном я сделаю. Ну, я тоже покажу, как это делается. Так, теперь у нас подключается к компьютеру. Так, вот, смотрите, я вам сейчас сразу объясню по этой сигнализации. Вот есть такая конвертик такой. Здесь, получается, у нас сервисный код. Это вот, ну, на будущее, как бы вот зрители, кто будет смотреть. Получается, вот эти 4 цифры — это сервисный код. То есть в основном только они нужны, если к нам едут, допустим, кто-то, ну, с какими-то проблемами. Потому что без этих 4 цифр никакой установщик, в принципе, ничего настроить, сделать по большей части не сможет. Далее, то есть вот можете, так как сигнализация ваша, открываете, то есть мы отдаем клиенту в запечатанном виде, то есть он сам вскрывает. Так, сейчас он нам понадобится же, да? Вот. Ну, конвертик, просто вот этот код понадобится, а здесь находится закрытый, полностью в закрытом состоянии код экстренного снятия с охраны, который в будущем, возможно, вам пригодится. Не дай бог, конечно, но... Так, он напечатан, да? Или там карта какая-то? Да, он напечатан. А, вот он. Да, то есть вот у нас тут можем посмотреть, получается. Здесь у нас логин, пароль, так как сигнализация в сигнализации встроен Bluetooth модуль, то есть можете скачать приложение и настроим, привяжем телефон к автосигнализации, то есть у вас телефон будет как второй брелок. То есть радиус действия, конечно, небольшой, там в пределах 5-10 метров. Но открыть, закрыть, настроить, какие-то настройки, все сможете сделать сами. Потом вот экстренный код, как я и говорил, то есть он индивидуальный, у каждого свой. Если вот он вам нужен, его вводите. То есть можете это сфотографировать, где-то в галерее хранить, там записать себе отдельно. Но главное не потерять. Да, главное не потерять. Без этого конвертика как бы, ну, мы ничего не сможем сделать. И, соответственно, сервисный код. Он используется для настройки автосигнализации. Тут сейчас уже на этом этапе нужно придумать, сколько минут он должен работать. Да, конечно. Тут много чего. Надо подумать, что вам надо. Так, смотрите. Ну, здесь у нас идет настройка, это каналов, то есть провода, вот они идут. Цвета этих каналов. Вот здесь, там, то есть разъем X2, здесь, X1, здесь X2, то есть здесь у нас силовые каналы в основном идут и цифровые каналы. То есть здесь каналы для аналогового подключения. То есть, ну, как раз вот для вашего автомобиля. То есть, так, опять же... То есть я правильно понимаю, что можно прямо в этой сигнализации, пользуясь вот этим, переназначить разные провода на разные функции? Да. Так, ну, в принципе, эта сторона устроена. Так, еще вопрос по концевику капота. То есть, тоже мы спрашиваем, надо ли устанавливать концевик капота. То есть у большинства машин, особенно новых, как бы замок идет как бы штатный, замок, концевик капота, и он сразу, ну, сигнализация его сразу видит. То есть дополнительной установки никакой не требуется. То есть у вас дополнительная установка, она требуется. И поэтому вопрос, нужно ли подключать вам концевик капота или не надо. То есть нюансы концевика в том, что зимой, если он ломается, если что-то с ним происходит, запуск у вас пропадает. Даже То есть так. поэтому, да, мы это делаем на усмотрение владельца автомобиля, поэтому каждый раз мы спрашиваем. Ну, в целом, если, например, Большинство бывает такой момент, отказывается. когда я открываю капот, хочется запустить машину, например, да, но я ее не могу, потому что надо концевик зажать или ключом запускать. Да. Тогда не надо. Все, хорошо. Есть такая Я возможность, вас если... понял. Вот у вас вот время, вот мы дошли до времени. То есть вот смотрите, вот 20 минут
как вы просили, вот Не, я может быть, устанавливаю. сделаем, я думаю, может, побольше сделать. Давайте побольше. 30. Можно 23, 24, 27. То есть эта сигнализация это позволяет. Пусть То будет 30. Что-то я вот Всё. даже, мне кажется, еще похолоднее будет, 30 будет самое то. Так, все, время работы автозапуска минимальное 30 минут. Потом время работы двигателя не ограничено. Данная настройка распространяется только на дистанционный То запуск. есть, когда запускаюсь кнопки. Только с брелка. Грубо То есть- говоря, это именно та причина, почему пришлось поменять сигналку. Да, то есть, много. У меня тоже на автомобиле такая же сигнализация стоит, и тоже эта настройка не особо устраивает. Мгм. Так, блокировка у нас настроенная уже. Она, вот блокировка двигателя номер 1. У нас запрограммирован провод, то есть нормально замкнутая. А задержка блокировки не делается. То есть все вот так остается. Мгм. Так, и настройки датчиков. Настройки датчиков мы тоже оставляем на среднем уровне, Мгм. потому что, тут клиент сам под себя уже подбирает. Потом, если что, он подъезжает, если его что-то не устраивает, мы либо убавляем, либо прибавляем. Мгм. То есть, это редко, очень редко происходит. В основном устраивает всех средняя установка. Так, далее делаем сохранить, нажимаем ОК. Сейчас у нас в процессе общения, такого закадрового, я узнал, что, оказывается, вот у меня на другой машине стоит GSM-модуль, и я думал, что он работает только с коншиной. Оказывается, вот такой вот модуль можно установить и, соответственно, управлять полностью с телефона. Да, то есть при добавлении маяка М66 у вас будет и управление, и отслеживание. То есть это не зависит от цифровой коншины, это зависит только от сигнализации. То есть он, получается, сразу подключается как дополнительный модуль к сигнализации. Да. Так. А мне надо свой телефон принести, да? Нет, телефон Нет, не пока нужен. Нет. Вы мне просто продиктуете номер телефона. Мгм. Так, здесь у нас это убирается. Это тоже по-своему. Кто-то оставляет, я, допустим, убираю. Так, потом в основных параметрах вот здесь можно выбрать режим работы трекера. То есть можно его оставить как маяк, Мгм. то есть можно его поменять как внешний GSM, GPS модуль. Мгм. То есть GSM это управление, GPS это отслеживание. Мгм. По-простому, если. Все, заходим дальше сюда. Здесь в этом разделе у нас Ставим наш... наше время. Потом сим-карта одна у вас будет использоваться. И, соответственно, номер телефона. 7 914 914 2. 2. Сохраняем. Окей. И готово. И все, да? Да, все, маяк настроен. Сейчас он появится здесь, потом можно его выключить. Угу. Теперь возвращаемся в машину. Теперь, да. Так, вот у нас 2 сигнализации полностью подготовленные. Ой, 2 сигнализации. Сигнализация с маяком полностью готовые к установке. То есть вот у нас идут основные провода. Это подкапотное пространство. Здесь у нас замок зажигания, центральный замок и педаль тормоза. И вот она, сервисная кнопка у нас. Это самый длинный шнур, получается. Да, самый длинный шнур. Он, в принципе, по длине очень схож с подкапотным пространством, потому что тоже длинные. Мгм. Здесь вот у нас идут датчики. Датчик температурный, сирена и, соответственно, маяк. Мгм. То есть здесь всего 3 провода, плюс-минус, и провод, который соединит маяк вместе с сигнализацией. Мгм. Вот теперь можно приступать к установке. Так, наконец-то подошла моя роль. Мне нужно сейчас просто демонтировать вот эту часть. Получается, вот этот сигнал, он тоже будет заменяться. Для этого нам надо здесь
сначала отцепить все стяжки. Главное не откусить что-нибудь нужное. Так, это в нижнем. Угу. А, вот он, это он и есть. Так. Тут также заведен концевик от старой сигналки, но, как вы поняли, что мы его подключать не будем. В целом, ну, как бы, по желанию, конечно, можно, но у меня желания что-то такого нет. Поэтому концевик просто останется на всякий случай. Вдруг в какой-то момент я передумаю, и можно будет его, используя эти провода, подключить новый концевик. А так, в целом, действительно, если он сломается, получается, уже нельзя будет запустить автомобиль. Ну, а пока я откручиваю, друзья, да, я сейчас предлагаю посмотреть, в чем разница между сигналками модели 96 и 66. Там есть нюансы, которые касаются именно зажигания. То есть машина эта старая, соответственно, с ключом, а есть еще автомобили новые, которые, да, запускаются с кнопки. И вот для них есть тоже небольшой нюанс. Испытано на себе. В нашем регионе, ну, может, и не только в нашем, в основном сигнализации используются для автозапуска. То есть, чтобы не выходить на мороз, чтобы, соответственно, из дома можно было запустить машину, чтобы она спокойно под портативным гаражом могла включиться по температурному датчику и, соответственно, прогреться под портативным гаражом. Поэтому есть такой еще нюанс, да, вот мы видим две распространенные сигналки, это E66 и E96. И вот очень попросили, да, вот немножко такую разъяснительную работу провести. Здесь комплектация, она у них одинаковая, все блоки одинаковые. Просто некоторые люди думают, что у 66-й нету автозапуска. Это совершенно не так. Допустим, когда Александр показывал прошивки, то есть любой блок под определенную машину прошивается, и, соответственно, автозапуск есть как здесь, так и здесь. Единственное отличие, вот эта сигналка, она рассчитана для автомобилей, у которых классический такой проворот ключа, и он запускает машину. И отвечает за это вот этот модуль запуска. Вы его видите у меня в руках. А если у вас автомобиль кнопочный, то есть запускается с кнопки, то для вашего автомобиля подходит вот эта 66-я модель, в которой нет этого модуля запуска, потому что он там и не нужен. То есть все функции работают, у них даже блоки одинаковые, все одинаковое. Просто разница в том, что это стоит дешевле, порядка где-то 2000 рублей вы экономите, если у вас автомобиль с кнопкой. Так, ну продолжаем. Здесь у нас... Так, вот это уже отцепляется. Так, и вот этот... тут температурный датчик. Ну, сейчас мы с Александром пообщались. Он говорит, что в целом вот это поколение сигналок нежелательно ставить датчик температурный на блок двигателя, да, но здесь может быть то, что он исправно отработал, связано с тем, что он стоит на впускном коллекторе, что не такой сильный нагрев здесь происходит, но тем не менее сигналки третьего поколения желательно ставить на патрубки, вот именно вот эти вот датчики температурные. Ну а в целом температурный датчик у нас играет большую роль, да, то есть если автомобиль у нас должен адекватно, правильно показывать, стабильно, хорошо показывать температуру двигателя. А вот шестого поколения сигнализации, которую мы сейчас ставим сюда, в целом место, температурный датчик, его можно ставить тоже на сам двигатель. То есть тут уже проблем никаких нет. Так, это у нас отошло. И там уже все отрезано.
Так, а с концевиком тогда что я делаю? Или тоже откручу его? Ну, что, отлично тут. А, вот вижу. Опа, все. Снял. Сюда забрал. И мы убрали старую сирену, термодатчик и концевик капота. Ну, кстати, я сейчас вот вспомнил еще одну историю про концевик, который был под капотом, соответственно. Был такой случай, что оставил машину около дома капотом вперед, то есть и пошел дождь, а мы уехали за город, то есть у нас в городе не было, и мне уже звонит сосед, говорит, у тебя сигналка орет уже продолжительное время. Я срастил все метеоусловия и понял, что за счет того, что вода падала полностью ручьем, лилась на капот, соответственно, здесь ее залило, подлило и замкнуло. То есть, получается, машина думала, что капот открыт, и срабатывала сигнализация. Поэтому еще одна причина, чтобы не ставить концевик капота. Так, сейчас Александр уже подключил GSM-модуль. Соответственно, пришла смс-ка. Во-первых, мы узнали номер телефона, да? И показывает уже напряжение аккумулятора, качество GSM-сигнала. Код экстренного выключения пришел, охраны, да? Да, он нужен будет для настройки. Ага, и баланс ниже порога, то есть еще одна симка, которую нужно будет пополнять. Соответственно, сейчас пока закинем средства на телефон. Все. То есть также по желанию можете свою сим-карту привести. Там место еще одно есть для еще одной сим-карты. А, вторую сим-карту Да. можно. То есть очень часто мы вот спрашиваем, какую сим-карту, потому что те, кто живет в Улусах или часто туда ездит, там в основном Билайн только берет. И как бы они сами там просят, ну или мы предлагаем. То есть, билайновские сим-карты, к сожалению, сейчас в комплекте не кладут, поэтому много кто просто, едут сами, приобретают, подъезжают. И работают обе симки, да? получается? Можем сделать, чтобы обе работали. То есть у какой связь лучше, та и будет работать. Действительно, когда вот ездишь по республике, да, там в определенных поселках работает только один оператор сотовой связи, и действительно, если это не та симка, которая стоит у вас, то тоже удобное решение. Так, а добавить в приложение сейчас могу, да? Можете добавить, да. Как раз. Только его сначала надо зарегистрировать. Сейчас это попозже немножко. Попозже. Хорошо. Ну вот на примере... Хотя можем и сейчас попробовать сразу регистрацию. Хорошо. Вот на примере второй машины. Здесь у нас мы видим, показывает баланс, показывает вольтаж, температура в салоне минус 34. Похолодало, кстати, на улице. Двигатель минус 32. Охрана включена. И здесь, в целом, на том автомобиле подключена уже работа предпускового подогревателя, и запуск двигателя. Тут, кстати, запуск двигателя настроен таким образом, что если я сейчас нажму на запуск, и он проверит температуру, она ниже нуля, то он сначала включит предпусковой подогреватель, машина нагреется, и уже когда достигнет температуры плюс 30 градусов, двигатель начнет запускаться. Как-то так. Сигнализация села на этот автомобиль очень хорошо. То есть вот такой брелочек у нас. Здесь у нас все показано, где закрыть, где открыть. Третья кнопочка также будет показывать информацию. То есть вот заряд аккумулятора. Далее температура в салоне, S-салон. И далее датчик еще не поставили, поэтому температуры двигателя пока что нет. То есть закрывает спокойно, открывает тоже спокойно и запускает. То есть вот, кстати, также, как вы просили, время на дистанционный запуск. Вот у вас девятки. То есть без ограничений. В режиме автозапуска машина будет запускаться на 30 минут, по-моему, мы поставили. Да. Все, и в режиме автозапуска будет на 30 минут. Также все эти настройки вы в приложении это все сможете включить, отключить, добавить, убавить, как вам все это нравится. И вот этот, я правильно понимаю, что через GSM-модуль я могу также, как и в той машине,
допустим, температуру выставить и так далее, да? Да, конечно, конечно. Ну, сейчас нам осталось, да, по-моему... Да, только поставить сирену, датчик и все. Но вот тут такой момент, что Александр очень ответственный мастер, поэтому он сказал, я, говорит, лучше сам все поставлю. Поэтому единственное, что сегодня мне удалось сделать, это демонтировать на старую сирену, старые вот эти Ну, вот. я думаю, если кто-то вот из установщиков будет смотреть, он меня поймет. То, что, ну, своя работа — это своя работа, и чужие руки там, ну, никак не должны фигурировать. Тем более человек, который без опыта. Да, это как бы снять можно без проблем, но ставить лучше сам поставлю. Пока Александр делает последние штрихи, хотелось бы, да, познакомить поближе с этой системой, да, вообще как портативный гараж. Если вы используете с предпусковым подогревателем, то вам нужно еще поставить трубку отвода выхлопной трубы, да. С выхлопной трубы от Webasto она находится вот здесь. То есть и сюда я накручиваю еще небольшую трубку такую, чтобы она выходила из портативного гаража. Вот. И в целом, в чем плюс? В том, что если, допустим, сильный мороз, то аккумулятор так сильно не промораживается. Допустим, если, например, я, ну, грубо так, я навскидку, пока практики не было, но если я, например, ставлю в минус 50 машину вечером, то и на утро она будет минус 50, да, то есть весь аккумулятор, все замерзшее. А под портативным гаражом, ну, будет там, наверное, не знаю, там, минус, даже если минус 30, то спокойно можно будет запустить предпусковой подогреватель, и все как бы будет работать. А это я постелю, давай. Вот, поэтому система теперь у нас будет с хорошей сигнализацией 6-го поколения, и надеюсь, что будет меньше головной боли. Вот, ну, хотелось бы Александра поблагодарить в твоем лице компанию Magic Systems за помощь в проведении съемок. Ну и, конечно, я думаю, еще до выхода передачи я подсниму в действии, да, как это все работает, как работает вместе с телефоном, и в целом какие плюсы вообще при использовании на старом автомобиле сигнализации 6-го поколения. Да. Вот. Но это был проект «Испытан на себе». Я думаю, сейчас будет по скриптум, да, то есть уже как это все работает на морозе, в наших условиях города Якутска. Ну, на всякий случай, пока, до новых встреч. Ну что, отлично себя показала, запустилась по 0 градусу, проработала 27 минут, 25, 68 градусов двигатель и 28 в салоне. Запускаем. Первая тестовая, получается, первая ночь прошла. В целом заглушил я машину в 9 вечера. На улице минус 34 ночью. И где-то под утро, но сегодня у меня утренний эфир, поэтому я проснулся в 4 утра. И еще пришлось подождать, пока температура опустится. Сначала мы поставили на минус 5, я что-то потом передумал, поставил на 0, а было плюс 1. И вот это падение с 1 градуса до минус 1
пришлось ждать порядка где-то 30 минут, наверное. То есть я проснулся было -1, когда поставил уже на 0, он сразу не сработал на пороге 0, сработка пошла на -1. И в целом машина запустилась, отработала 25 минут, двигатель прогрелся до 60 с копейками, в салоне плюс 30, но это скорее всего под капотом, где-то датчик. В целом нормально. Бывает так, что когда пользуешься вебастой, приходится дольше ее прогревать салон, потому что сиденья не успевают прогреваться. Сейчас, в принципе, сел комфорт, он такие прохладненькие, но не минусовой, что такое нормальной температуры. Ну, в целом все работает. В общем, можно сказать, что несмотря на то, что были опасения, что это сигнал 6-го поколения, а машина старая, может, что-то там не срастется, но тем не менее все в порядке, все нормально. Поехали на работу. Испытано на себе.